Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. В преддверии Дня Победы и независимости Бадра Гунба внес инициативу об увеличении ежемесячных выплат отдельным категориям пенсионеров. В Баку прошла конференция, посвященная памяти выдающегося этнолога, журналиста, переводчика и конфликтолога Полы Гарб. Делегация из Абхазии прибыла в Нижний Новгород для участия в слете Всемирного фестиваля молодежи в составе 40 человек. «32 года назад, 17-18 сентября, абхазские войска продолжали операцию по освобождению Сухума от грузинских оккупантов. Сентябрьское наступление успешно развивалось. «17 сентября противник был выбит со своих позиций перед Нижнегуместинским мостом. Продолжая наступление, части абхазской армии дошли до дачи Гречко. Освобождена Бырцха, населенный пункт Иликухона и Верхний Киласур. В этот же день министр обороны России Павел Грачев встретился с Владиславом Ардзенбо. Переговоры шли о прекращении абхазского наступления. На требование абхазской стороны обеспечить выполнение сочинских соглашений грузинской стороной Грачев заявил, что Россия не может контролировать действия Шеварднадзе. Со своей стороны Шеварднадзе заявил о том, что некие мятежные генералы срывают выполнение соглашения. Шеварднадзе повторно объявляет о всеобщей мобилизации в Грузии, как и предыдущие мобилизации. Это также провалилось. Грузинский народ не желал погибать за территориальную целостность Грузии. В преддверии Дня Победы и независимости Бадра Гунба внес инициативу об увеличении ежемесячных выплат отдельным категориям пенсионеров. На 2000 рублей для героев Абхазии, кавалеров ордена Леона и медали за отвагу. На 1000 рублей для инвалидов Отечественной войны, семей погибших и умерших участников войны, а также семей добровольцев, погибших в 93-94 годах. Повышение затронет и резервистов, получивших ранения и увечья, а также семьи погибших резервистов. Дополнительно предусмотрено увеличение пенсии нетрудоспособным членам семей военнослужащих в случае их гибели при исполнении. В целом мера коснется 7884 пенсионера. Потребность в финансировании составит более 123 миллионов рублей в год. Отдельным законопроектом предлагается повысить пенсии гражданам, получающим персональные выплаты. Бадра Гунба принял делегацию из Татарстана во главе с заместителем премьер-министра Василием Шейхразиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области культуры. Президент отметил важность укрепления многолетних отношений, а также подчеркнул, что Абхазия всегда помнит помощь Татарстана в военные и послевоенные годы. Фазиль Шейхразиев поблагодарил за теплый прием и плодотворное взаимодействие. Мы заинтересованы в развитии культурного взаимодействия, в организации обменных гастролей между творческими коллективами Абхазии и Татарстана, в участии в фестивалях и форумах, проводимых как в Абхазии, так и в Татарстане, сказал Шейхразиев.
17 лет прошло со дня подписания в 2008 году договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией. Документ стал первым важнейшим соглашением, заложившим фундамент для развития всесторонних отношений между двумя странами и заложил основу долгосрочного стратегического союза в сфере политики, экономики, энергетики, транспорта, военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, информации и здравоохранения. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба прибыл в Схинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия. Владимир Делба примет участие в первом международном экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», который пройдет в Схинвале с 18 по 20 сентября. Народное собрание Абхазии готово к любым изменениям, которые укрепят демократические институты и повысят доверие граждан к выборным процессам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы парламента.